Сегодня вдруг захотелось поговорить о городских легендах, о легендах города Якутска. Со студенческих времен я очень интересовалась историей нашей столицы, нашего Якутска. Но в то же время меня всегда увлекали городские легенды, не только мистические, но и романтические или даже исторические, основанные на каких-то реальных событиях или рассказывающие о судьбе каких-то реальных исторических известных личностей. Мне всегда хотелось, чтобы наш Якутск, как и все старинные города, имел свои легенды, свои предания, свои мифы, основанные именно на реальных исторических событиях или рассказывающие о реальных исторических персонажах, личностях. И также хотелось, чтобы когда-нибудь именно как бы была издана книга или была создана карта нашего города, именно вот где были бы отмечены здания, местность, связанные именно с какими-то мистическими историческими явлениями. Ну, даже иногда порой хотелось, чтобы, ну, во всех же городах старинных есть замки с призраками, здания с призраками, ну, где вот именно бывают призраки известных людей, каких-то вот князей, графов или каких-то монахов, известных исторических личностей. Поэтому вот мне тоже хотелось, чтобы именно у нас в Якутске были такие легенды, основанные на реальных событиях. И мне кажется, что легенды Якутска начинаются именно с тех легенд, которые рассказывают о Тыгыновом кургане. Именно впервые о Тыгыновом кургане я услышала от своей тети Тани, Татьяны Степановны, которая знала очень много историй, очень много реальных событий исторических и в то же время очень много мистических легенд, связанных именно с Якутском, с историей Якутска. И также рядом, как бы по соседству с тетей Таней, жили тоже очень интересные женщины, пожилые женщины, которые тоже знали много легенд, много мифов, связанных именно вот с городом Якутском. И даже были те, которые сами попадали или их родственники попадали в очень интересные обстоятельства, очень интересные ситуации, связанные именно вот с какими-то историческими местами или какими-то вот событиями, или даже вот с призраками, каких-то известных людей. Поэтому сегодня я хотела бы именно вот рассказать легенду Тыгынова кургана. В 1936 году, вот, году именно вот начались земляные работы на этом кургане. Тыгынов курган, он находился на пересечении улиц Лермонтова и Петровского. Ну, примерно как по расположению, да, где вот именно вот отмечены вот эти места по расположению. Это именно вот этот курган, видимо, находился напротив вот современного Ростелекома, или вот напротив, где вот, может, там есть какие-то вот трансформатор стоит, может, в это место, или он находился именно вот, где сейчас находится вот как бы вот торговые центры Новоникольский. Ну, Новоникольский торговый центр, именно вот в этом месте находился этот курган. Ну, он отмечен в старинных картах Якутска именно вот вблизи озера Курганное там находится. Это озеро в древности называлось Тыгной-Ойбоно. Ну, это водопой Тыгына, куда, наверное, в древности работники Тыгына гоняли скот для зимнего водопоя. И вот это возле этого озера недалеко располагался вот этот курган. И кто был захоронен в этом кургане, тоже доподлинно неизвестно. Есть только версии и расположения. И вот именно вот
конца 30-х годов 20 века там начались земляные работы. Почему этот курган не сохранили руководство, да, так, горсовет Якутска того времени тоже неизвестно. И почему-то было распоряжение, что именно вот брать песок для строительства новых домов, для строительства новых улиц именно с этого кургана. Именно вот они как бы вскрыли этот курган. И в начале лета 1941 года вдруг на этом месте обнажились древние захоронения. И именно вот эти захоронения обнаружил якутский известный писатель Николай Золотарев, Николай Якутский. И вместе с работниками Краеведческого музея имени Ярославского они написали письмо в горсовет, ну, как бы попросили разрешения провести там археологические раскопки перед тем, как этот курган будет уничтожен. Но почему-то горсовет, ну, как бы дал, видимо, им очень такое мало времени, дал им именно такой короткий срок для этих работ, и они наспех провели раскопки. И вот записи Николая Якутского об этих раскопках, они находятся в якутском филиале Академии наук. До сих пор они там хранятся. И судя по этим записям, сначала там была обнаружена именно вот захоронение, могила, обнаружено захоронение молодой женщины в богатой одежде, потому что вся ее одежда из ровдуги была расшита бисером вот черного, белого и синего цвета. И также там были остатки, вот остатки дорогого меха, там соболя, рыси. И также это, они были захоронены как бы на уже христианский русский манер. Это говорит о том, что они именно вот после присоединения Якутии к России они были захоронены. И именно вот на верхней крышке гроба этой молодой женщины была обнаружена люлька с останками младенца. И поэтому вот это, ну, как бы судя по одежде, эта девушка считалась как бы из знатного рода. И также там была обнаружена могила молодого воина, тоже судя по останкам. И, ну, наверное, они, исследователи, поняли, что это как бы могила молодого воина. И почему-то гроб был засыпан весь землей. И молодой воин лежал на щите. И также там были обнаружены еще несколько захоронений мужчин. И тогда как бы люди стали, да, предполагать, потому что по всему, как рассказывали соседки тети Тани, именно вот этим летом по городу расползлись нехорошие слухи о том, что там обнаружены останки людей, древних людей. И сторожили, они начали шептаться, что в этом кургане находились древние воины. Они считали, что это там были захоронены сыновья Тыгына, так они считали люди в то время, и поэтому курган назывался Тыгынов курган. Сыновья Тыгына, которые были как бы убиты, казнены воеводой Головиным после восстания. И также считалось, что вот эта молодая девушка с младенцем, это, возможно, была дочь Тыгына, ну, шаманка, молодая шаманка Удаган, Тесаны. И считала, что вот именно потом даже были слухи о том, что вот на священной горе, которая располагалась именно над долиной Туймада, люди на южной священной горе, люди слышали звон серебряных украшений этой молодой шаманки Удаган, и даже слышали бубен и заунывную песню этой шаманки, которая пела какую-то, ну, как бы пела очень страшную песню, песню о каких-то невзгодах, о каких-то тяжелых временах. Поэтому люди считали, что устроители выпустили дух войны, запрятанный в этом кургане, захороненный вместе с молодыми воинами. И теперь они считали, что, может быть, какие-то беды могут быть. И, как ни странно, да, именно вот как все мифы, они связаны
тоже как бы с реальными событиями. И в конце июня, как вы знаете, 1941 года началась Вторая мировая война. Великая Отечественная война началась. И люди связывали именно вот, что разрушение кургана связано с этими событиями. Поэтому по всему городу именно были такие слухи, и люди чего-то боялись. И как рассказывают вот старожилы, ну вот эти подруги тети Тани, пожилые старушки, они говорили, что это вот то лето было какое-то особенное, и было предчувствие чего-то нехорошего, они говорили. И потом даже вот считала, что вот была соседка Тамара Ивановна у тети Тани, и она рассказывала, как именно вот она была свидетелем тех событий. И тогда было лет 7. Она в этом, ну, осенью 41 года пошла в школу. У нее была сестра Палаша, которая была на 3 или 4 года старше нее. И с этой Пашей, девочкой Пашей, случилось нечто странное, о котором мне поведала Тамара Ивановна. Но сама Тамара Ивановна тоже была свидетелем каких-то мистических событий, потому что у них была соседка, то ли Пелагея, то ли Мелания, старуха была, и она как бы начала, ну, есть же такое понятие эмерикачение, менерии. Она вот впадала в транс и пела каким-то вот звонким девичьим голосом с колысахом и говорила вот странные вещи, ну, как бы предсказывала что-то плохое, что начнется огненная война, что все мужчины, которые, ну, жили именно вот в их округе, тогда вот Тамара Ивановна жила в Сайсарах, видимо, недалеко от этого кургана. В то время в Сайсарах были маленькие дома, ну, маленькие такие дома стояли на манер деревенских домов, и каждая семья держала коров, они жили, у них уклад быт был как деревенский. И поэтому дети часто пасли своих коров, они искали коров, приводили их. И вот именно с ними тогда случился вот такой странный случай. Однажды ее сестра Тамары Ивановны Пашенька, она пошла с соседскими детьми искать своих коров осенью. Это была поздняя осень. Ну, осенью как бы нет комаров, да, и прохладно, и коровы часто задерживаются на пастбищах. И они вот пошли искать коров, как бы, и потом они дошли до ближайшего леса. Дети увидели там кусты шиповника, и начали они собирать шиповник, кушать, и они там остались. А Пашенька, она пошла дальше, и потом она зашла в лес. Когда она в лес заходила, она как бы услышала что-то, вот какие-то, будто шум грома, или там кто-то играет, ну, ударяет такой большой бубен с какой-то силой. Она сначала подумала, что это гремит гром, как бы подняла глаза к небу, но там не было ни одного облачка. Потом она как бы догадалась, что это не гром, а именно это кто-то ударяет в бубен. И когда она зашла в лес, а потом вдруг она услышала плач ребенка, младенца. И она удивилась, кто мог оставить ребенка, да, младенца в лесу. И она подошла к большой лиственнице, это была старая сухая лиственница, и под этой лиственницей в колыбельке лежал младенец и плакал. И девочка удивилась, она нагнулась к младенцу, вдруг младенец исчез, и как бы за лиственницей там начал шуметь бубен, да, именно вот звуки бубна подобные с раскатом грома послышались, и из-за дерева появилась девушка в какой-то старинной одежде, ударяла в бубен, у нее были такие горящие глаза. Она пела какую-то песнь древнюю и ходила вокруг этой девочки Палаши. И порой она начала кружиться, и Палаша показала, что как бы ты иногда вот прекрасная, это была очень красивая девушка, и прекрасное лицо этой девушки, порой она как бы превращалась в такое, ну, превращалась в лицо скелетированного трупа. И девочка очень испугалась и потеряла сознание. А когда она очнулась, будто она спала под лиственницей. И она подумала, что все это приснилось. И она как бы очень испугалась, и изо всех сил она как бы побежала домой. Пришла домой,
И она ничего не могла, она вся дрожала, была бледная и не могла двух слов связать. Так и она как бы всю зиму, всю осень и всю зиму проболела, и никто не мог ее вылечить. А потом ее бабушка отвезла ее куда-то в дальнюю деревню, когда наступила зима, когда можно было вот на санях уже куда-то добираться, да, через озера, через реки. И вот она куда-то в какую-то деревню свозила какому-то лекарю или знахарю, или шаману какому-то, или удагану. И только тогда эта девочка как бы начала говорить и начала приходить в себя. И бабушка запретила всем окружающим, чтобы никто у нее ни о чем не спрашивал. Поэтому никто никогда у нее ни о чем не спрашивали. Только потом, когда она выросла, Палаша иногда вот, ну, чуть-чуть, да, иногда как бы открывала завесу своей тайны. Ну, рассказывала, что когда она устала, легла под лиственницей и уснула, и ей приснилось, что она там увидела в лесу младенца и увидела какую-то шаманку. Ну, вот такая как бы легенда существовала в то время. И эту как бы звуки бубна, песню шаманки древнюю, вот песню «Таюк шаманки» многие слышали. Вот такова была легенда, вот такая вот легенда 40-х годов именно о Тыгыновом кургане. А то, что кто захоронен там, до сих пор неизвестно. Поэтому именно вот этот величественный курган сейчас стер с лица земли, но легенды об этом кургане сохранились. И мне кажется, что именно вот первая легенда, городская легенда, начинается именно с этого. И в скором времени я вам расскажу именно именно вот еще другую легенду, тоже связанную с одной, не только с одной, как бы с одной личностью, может быть, или даже с одним старинным зданием. Эта легенда тоже была рассказана именно вот соседками моей тети Тани и самой тетей Таней. Поэтому, ну, как бы время от времени, когда у меня будет время, я вам буду рассказывать эти городские легенды. Но эти городские легенды у меня в моей книге «Странный мир» были изложены именно в таком литературном плане. И там есть свои герои, и поэтому, но я буду рассказывать именно легенды в виде городских легенд, как мне рассказывали их очевидцы, а не именно в том литературно изложенном плане, потому что литературное изложение – это одно, а какие легенды я услышала – это другое. Поэтому, чтобы именно вот сохранить память о каких-то исторических местах и событиях, мне кажется, нужны именно вот такие городские легенды.